Добрый вечер, дорогие наши телезрители. Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию со стадиона Туймада. Где состоится торжественная церемония открытия 15-й юбилейной спартакиады по адаптивным видам спорта «Джилур». Мы приветствуем всех на спортивном празднике силы, мужества и несгибаемой воли. Для вас с комментаторской рубки будут вещать Ларина Сукуева и Александр Посельский. Спартакиада адаптивных видов спорта «Джилур», созданная по указу главы Якутии Айсена Николаева, словно по маслу улеглась в календарный план больших спортивных форумов наряду с играми «Дети Азии», спортивными играми народов Якутии и спартакиадой «Манчары». Если раньше люди с ограниченными возможностями здоровья ежегодно проводили свои междусобные фестивали, спартакиады адаптивного вида спорта незаметно проходили в Якутске, то с 2024 года эти соревнования стали настоящим праздником спорта, с красочным открытием и закрытием, широким освещением в СМИ, мощными соревнованиями, звездными концертами и конными скачками. И если позволите так сказать, первая масштабная спартакиада состоялась 4 года назад в Амге. А сегодня церемонию открытия спартакиады 15-й по счету, по традиции, открывает судейская коллегия и возглавляет ее главный судья спартакиады, судья первой категории, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия Николай Гаврилович Ципандин. Да. Напомним, в этом году спартакиада юбилейная, и проходит она в 15-й раз. Так, в состязаниях примут участие более 755 спортсменов, 80 тренеров и 76 сопровождающих из 22 муниципальных образований республики. В течение нескольких дней с 16 по 19 июня будет разыграно 106 комплектов медалей. Соревнования будут проводиться по волейболу сидя, голболу, легкой атлетике, шашкам, настольному теннису. Для участников специальной военной операции в программу включена отдельная дисциплина – это пулевая стрельба. Также предусмотрен новый вид – стрельба из традиционного лука. Спартакиада стартовала вчера, 16 июня, и продлится, как я уже упоминала, до 19 числа. Командные итоги будут подведены по 3 группам в зависимости от численности населения с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образованиях. Более 2000 спортсменов с инвалидностью, менее 2000 и до 1000. Отдельный зачет пройдет в пулевой стрельбе среди участников специальной военной операции. 6 воинов СВО будут играть в волейбол сидя. Соревнования будут обслуживать 80 судей, как мы отмечали, во главе Николая Ципандина. Так, вчера, 16 июня, под сигнал арбитра здесь, на стадионе Туймада, начался один из самых зрелищных этапов соревнований – легкая атлетика. По легкой атлетике приняли участие атлеты в категории пода, поражения опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт глухих и спорт среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Да, соревнования прошли на дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров, также в толкании ядра по своим функциональным классам. Джилур нередко называют якутскими паралимпийскими играми. Ну а прямо сейчас мы уже видим парад спортсменов, который открывает Анабарский улус, сборная команда. Но тут в этой ситуации сложно использовать слово «команда», потому как Анабарский улус представляет всего лишь один спортсмен, точнее спортсменка, которая представляет спорт глухих и будет участвовать в соревнованиях по полевой стрельбе. Ну а возглавляет команду депутат Улусного совета депутатов муниципального района Анабарский национальный Долгано-Эвенкийский улус Арина Алексеевна Бережнева. Следом на дорожку выходит команда Алданского улуса. Также немногочисленная команда, всего 2 спортсмена прибыла на спартакиаду из Алдана. Ну а Алдан славится своими спортивными достижениями на российском и международном уровнях в борьбе самбо, дзюдо, конечно же, в лыжном спорте, пауэрлифтинге и легкой атлетике. Так, к примеру, этот район на соревнованиях на спартакиаде представляет Светлана Дмитриевна Бубякина, призер республиканских соревнований по легкой атлетике. Да.
Ну а команда Аллаеховского улуса также состоит из 2 спортсменов. Они будут принимать участие в соревнованиях по пулевой стрельбе и стрельбе из лука. Возглавляет команду тренер по пулевой стрельбе Андрей Никулин. Тренер по пулевой стрельбе Андрей Викторович Никулин. Аллаеха улугугар уруй айхал. Приветствуем команду Амгинского улуса. Команду возглавляет Амгинский улус. Команда одна из самых многочисленных на этой спартакиаде. И на соревнования прибыло 82 спортсмена. И они заявлены во всех видах спорта спартакиады. Да, и возглавляет команду глава муниципального района Амгинский улус Степан Николаевич Кузьмин. Один из, мне кажется, да, самых спортивных глав районов республики. Да. Напомним, что прошлая спартакиада прошла именно в Амгинском улусе. Случилось это 4 года назад. И прошла она на высочайшем уровне, стала настоящим праздником спорта с красочным открытием и закрытием, широким освещением в СМИ, звездными концертами, конными скачками и, конечно же, мощными соревнованиями. Да, мы это помним. 4 года назад в Амге. Все именно так было. 82 спортсмена прибыло из Амгинского улуса. Запомните, пожалуйста, их форму. Это бордовый синий цвет. Имени Артура Николаевича Челенгарова, заместитель председателя. А это Булунский улус. Его представляют, да, 7 участников. Атлеты представляют спорт с поражением опорного двигательного аппарата и спорт глухих. Возглавляет команду директор культурно-спортивного комплекса «Джулур» имени Артура Николаевича Челенгарова, муниципального района Булунский улус, заместитель председателя Булунского района Совета депутатов, генеральный директор благотворительного фонда «Арктика вместе» Василий Васильевич Бурцев. Это Булунский улус. На стадионе команда Верхневилюйского. На стадионе команда Верхневилюйского улуса. На соревнования прибыло 69 спортсменов, которые сразятся по всем видам спорта. Заметьте, заявленных в юбилейной спартакиаде. Впереди команды глава муниципального района Верхневилюйский улус Валерий Валерьевич Николаев. Земные ключи не замерзают зимой. Да, отрадно, что, да, многие команды возглавляют именно главу улусов. Почти все получаются. Да. Очень отрадно видеть эту поддержку. Ну а следом давайте поприветствуем команду Вилюйского улуса. Этот улус представляет 64 спортсмена, и они примут участие по всем видам спорта, которые заявлены в юбилейной спартакиаде. И возглавляет команду и колонну спортсменов глава муниципального района Вилюйский улус район Сергей Николаевич Винокуров. На стадионе команда Вилюйского улуса под руководством главы муниципального района Вилюйский улус Сергея Николаевича Винокурова. Уникальна Вилюйская земля. В разные времена года природа дарит золотистые, пурпурные, Но мы видим на дорожке горный улус во главе Никиты Викторовича Андреева, главы муниципального района «Горный район». На спартакиаду из горного улуса прибыло 50 спортсменов, и они примут участие во всех заявленных на спартакиаде видах спорта. Напомним, что это легкая атлетика, волейбол сидя, шашки, шахматы, пулевая стрельба и стрельба из лука, настольный теннис и голбол. Ну, спорт в горном районе тоже на подъеме. 5 лет назад, в 2021 году, там проводились игры Манчары. Горного улуса. Я хочу напомнить нашим телезрителям, ну и прежде всего себе, что такое голбол. Голбол — это, ну, игра
наподобие футбола, но с закрытыми глазами. И как бы это там важны чувства на ощупь и игровой какой-то командный дух. Как интересно. Наверное, очень зрелищные, азартные. Да. Ну, а мы смотрим парад участников сборной команды Жиганского улуса. Возглавляет глава муниципального района Жиганский национальный Эвенкийский района Василий Николаевич Сорокин. 13 спортсменов Жиганского улуса сразятся в легкой атлетике, настольном теннисе и пулевой стрельбе. И представят спорт с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих и спорт с интеллектуальными нарушениями. Команду возглавляет глава муниципального района Жиганский национальный Эвенкийский район Василий Николаевич Сорокин. Ну а мы рады приветствовать команду Мегина Кангаласского улуса. Это также одна из самых многочисленных команд на этой спартакиаде. Саша, угадай, какая команда из какого улуса самая многочисленная? Ну вот помимо Мегина. Да, мы сегодня упоминали, да, команда сборная Минского района, которая тоже будет участвовать во всех видах спорта. Тоже команда Верхнемилюйского улуса. И надеюсь, что Чурапча тоже и Усалдан тоже будет представлены во много количестве. Да. О рекордах вот, по численности мы скажем позже. А впереди команда Мегина Кангаласского улуса Дмитрий Иванович Тихонов, глава муниципального образования Мегина Кангаласский улус района. Да, ну мегинцы всегда впереди. Очень активные. Да, настоящая спортивная держава на уровне республики. Будь то спортивные игры народов, игры Манчары и другие соревнования, всегда мегинцы бьются за самые высокие места. Да, столько же спортсменов, как и Мегин Кангаласский улус, привез на спартакиаду и Намский улус. 82 спортсмена примут участие в этих играх. А возглавляет колонну большой делегации спортсменов заместитель главы муниципального района Намский улус Дьяконов Юрий Вячеславович. 82 спортсмена. Да, это одна из самых многочисленных команд этой спартакиады. Но рекорд, я напомню, принадлежит другой сборной. Об этом чуть позже. Да. Очень приятно видеть, да, что все команды в единой форме. Настроенные на победу, на борьбу. Это действительно, прежде всего, праздник большой. Конечно. На стадионе Туймада команда Нерюнгринского района. Ее возглавляет председатель Всероссийского общества инвалидов, председатель Всероссийского общества глухих Анастасия Борисовна Мальцева. А всего из Южного района Якутии прибыло 77 спортсменов. Они примут участие в таких видах спорта, как волейбол, сидя, легкая атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, шашки, шахматы, настольный теннис, голбол. То есть во всех видах спорта, которые пройдут в эти дни в рамках 15-й юбилейной спартакиады по адаптивным видам спорта джиу. Да. На дорожку стадиона Туймада имени Николая Тарского выходит команда Нюрбинского улуса, руководитель команды Наталья Семеновна Петрова. Сейчас, да, смотрим, вот они, нюрбинцы. Наталья Семеновна Петрова, заместитель главы по социальным вопросам Нюрбинского улуса. И всего на спартакиаду из Нюрбы прибыло 75 спортсменов. Напомним, да, в следующем году, летом 27 года в Нюрбе пройдут 9-е спортивные игры народов республики. И Нюрба очень серьезно готовится к этим играм. Встречайте спортивную команду Нюрбинского района. Руководитель Наталья Семеновна Петрова. Заместитель главы по социальным вопросам муниципального района Нюрбинский район. Территория района богата крупными месторождениями минеральных сырьевых ресурсов, алмазов,
Алекминский район представляет Елисеев Александр, многократный чемпион и призер всероссийских соревнований по пауэрлифтингу и легкой атлетике среди спортсменов СПОДа, чемпион России по метанию копья, победитель Кубка России по пауэрлифтингу, серебряный и бронзовый призер первенств и чемпионатов России. 29 спортсменов прибыло на спартакиаду из Среднеколымского улуса. Вот они на наших экранах. Команду возглавляет председатель Среднеколымской улусной организации Всероссийского общества инвалидов Иван Гаврилович Кондаков. Очень дружная команда. Среднеколымский улус тоже представители, да, из крайнего севера нашей республики. И отрадно, что почти Много, да, спортсменов прибыло. Серебряный и бронзовый призер первенств и чемпионатов России. Ну а следом за ними приветствуем спортивную команду Сунтарского улуса. Сейчас мы их увидим на экранах телевизора. Руководитель, председатель Среднеколымской улусной организации Они вот в Всероссийского красивой общества зеленой инвалидов. форме. традиционно, я бы сказал, да. И руководитель сборной команды, заместитель главы по социальным вопросам и имиджевой политике муниципального района Сунтарский улус район Мирослав Валерьевич Иванов. И всего в сборной Сунтарского улуса 60 спортсменов, которые примут участие во всех заявленных видах спорта. Зеленый цвет Сунтарского улуса. Да. На этой неделе, да, кстати, да, цех, юбилейный цех будет в Сунтарском районе. Приветствуем спортивную команду Сунтарского улуса. Руководитель, председатель общества инвалидов Сунтарского улуса Максимова Наталья Ильинична. Сунтарская земля известна вековыми культурными традициями, успехами в земледелии и животноводстве, кустарном производстве и ремесленничестве. Здесь жили и работали многие выдающиеся люди, которые внесли заметный вклад. Итак, на стадионе Туймада команда Татинского улуса. Команду возглавляет глава муниципального образования Аял Семенович Бурцев. 68 спортсменов сборной Татинского улуса. Ну, Татинский улус, да, в прошлом году принимал игры Манчары. Мы помним, в селе Тыккуль прошли очень интересные, да, захватывающие спортивные баталии. И в этом году тоже Татинский улус принимал многие чемпионаты республики. Главная отрасль животноводства. А мы, между тем, приветствуем спортивную делегацию Тампонского района. Руководитель делегации, начальник управления спорта Евгений Евгеньевич Колодезников. И Тампонский район привез на спартакиаду 15 спортсменов. Улус ойын, олоғын, учор ұдымнақ, түрітігестері сүркіте, әркіте тұрар, сайды саргылақ суылын тұтуғар. Ну а на стадионе Туймада имени Николая Николаевича Тарского выходят земляки Николая Тарского, сборная команда Усть-Алданского улуса во главе, да, Василия Петровича Алексеева, это глава муниципального образования. И ярким представителем этой команды по праву можно назвать Саргалана Семенова, принимающего участие в этой спартакиаде в соревнованиях по легкой атлетике. Саргалан – пятикратный чемпион России по легкой атлетике, мастер спорта России. В 2017 году, когда юноша учился в 11 классе, он лишился пальцев рук, но не сломался и нашел себя в спорте. И буквально через год после трагического события заявил себя как легкоатлет. Тренирует молодого человека Василий Аленов. И всего Усть-Алданский улус на этой спартакиаде представляет 55 спортсменов. Саргалан Семенов, кстати, вчера завоевал золотую медаль спартакиады. Я об этом хотела сказать чуть позже. 100-метровка. Да. Ну, Саргалан и по... Да. Ну, мы идем далее. На стадион выходит сборная команда Хангаласского улуса из 65
5 спортсменов, тоже представительная делегация, ее руководитель, глава муниципального района Сергей Геннадьевич Гребнев. Красивая бирюзовая форма хангаласцев. А следом за ними мы наконец видим самую многочисленную команду этой спартакиады. 93 спортсмена. Чурапчинский улус. Ну, это не удивительно, ведь это самый спортивный, наверное, улус нашей республики. И впереди команды глава муниципального района Чурапчинский район Степан Анатольевич Сыргадаев. Чурапчи спорт дуаната, есть такое выражение. В переводе это чурапша, это, как сказать, долина спорта. Да. То есть в спорт они впитывают с молоком матери. Конечно. Ну, мне кажется, да, здесь, На стадионе спортивная команда. конечно же, будет командный зачет, но это, мне кажется, не главное, да? Кто будет первые, вторые, третьи места в командном зачете. Главное, мне кажется, участие. Главное вот прийти и Прикоснуться, Конечно. да, принять участие, стать участником вот этого большого спортивного праздника. Ну а завершает парад спортсменов сборная команда города Якутска. Это хозяева спартакиады. Во главе команды заместитель главы городского округа город Якутск Владимир Владимирович Аржаков. Это также одна из многочисленных команд этой спартакиады. Якутск представляет 88 спортсменов, и среди ее участников мастер спорта России Роман Ибрагимов. В спорте он уже 13 лет. Основные его дисциплины – это прыжки в длину и бег. И, к примеру, вчера в 100-метровке Роман уверенно преодолел дистанцию и стал победителем в предварительном забеге, как и Сарглан, ранее уже отмечали. Старший тренер Якутии по легкой атлетике среди спортсменов с опорно-двигательным аппарата Василий Аленов сообщил, что после спартакиады по адаптивным видам спорта «Джулур» лидеры сборной команды примут участие в чемпионате России, который состоится в Челябинске в конце июня и в начале июля. В состав сборной вошли Аял Сивцев, Виктория Петрова, Саргалан Семенов, Виктор Евсеев, Роман Ибрагимов, Анатолий Самсонов и Яков Максимов. Все эти спортсмены участвуют на нашей спартакиаде. Город является научным, образовательным. Если соревнования по легкой атлетике уже стартовали вчера, то другие виды начались сегодня и продолжатся до 19 июня. Пожелаем всем спортсменам удачи, новых рекордов и высоких побед. Напомним, что соревнования в рамках спартакиады по адаптивным видам спорта «Джулур» проходят по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем участвует 454 спортсмена. По спорту глухих в нем насчитывается 201 участник. По спорту слепых в нем 163 спортсмена. И по спорту среди лиц с интеллектуальными нарушениями в этой категории 33 участника. Всего 851 спортсмен, 67 тренеров и представителей и сопровождающих 84. Только вслушайтесь в эти числа. Какая колоссальная работа предстоит судьям и какой большой праздник ждет всех спортсменов и также всех болельщиков. Отличник культуры Республики Саха-Якутия, почетный работник сферы образования Российской Федерации Марина Ильинична Сокольникова-Махначевская. Да, выступление народного этно-фольклорного ансамбля «Дабун».
Народный этнофольклорный ансамбль «Добун». Өрөнөргөй жокускай ыдык табылах ылжыттар күндү тоготтор. Бүгүн бу биһиги норуоппут уратым айгыта. Бу манна көңө таксан кыйыга жолуспут киеха тохта мэхэй соғында касты келбет хас битти спортсмен еите. Мы приветствуем вас на главном спортивном празднике силы, мужества и несгибаемой воли. 15-й юбилейной спартакиаде по адаптивным видам спорта «Джулур». Для торжественной церемонии открытия на сцену приглашаются председатель Организационного комитета по подготовке и проведению 15-й спартакиады Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур», заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников. Министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия, ветеран специальной военной операции Петр Витальевич Шамаев.
председатель постоянного комитета Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия по делам молодежи, физической культуре и спорту Георгий Русланович Балакшин. Председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России по Республике Саха-Якутия Нюргун Валерьевич Иванов. Слово для приветствия предоставляется председателю Организационного комитета по подготовке и проведению 15-й спартакиады Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур», заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергею Васильевичу Местникову. Үтө күнден күнді доғыттар, ұтықтаулақ спортсменнар, өлжеттар, әйгенде барығытын Саха Республикатын адаптивне көрінеге спартакиада сағаламытынан, Саха Республикатын Илдархана Айсен Сергеевич Николаев адыттан итидік істеннік ағырдар ебін көңілі. Уважаемые спортсмены, дорогие гости, уважаемые друзья, сегодня в спортивной жизни нашей республики знаменательное событие. Мы проводим 15-ю юбилейную спартакиаду Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур». Спартакиада «Джулур» объединяет тысячи людей на территории нашей республики. В отборочных соревнованиях принимали участие более 600 спортсменов, а здесь, в городе Якутске, в финальной части спартакиады прибыли принять участие 851 спортсмен из 22 команд и муниципальных образований. Спартакиада «Джулур» вдохновляет нас. Вы, наши дорогие спортсмены, являетесь главным доказательством того, что человеческие возможности безграничны. Вы своим участием подтверждаете силу воли, упорства, желание победить. И сегодня мы в Республике Саха-Якутия реализуем активно государственную политику по развитию физкультуры и спорта. В России президент страны нередко объявлял о том, что спорт – это не какая-то развлекательная часть, это важнейшая государственная политика по развитию физкультуры и спорта. Благодаря федеральным проектам, национальным проектам, благодаря поддержке партии «Единая Россия» в нашей республике создаются условия для развития физкультуры и спорта. Создаются спортивные площадки, строятся спортивные залы, и в них создаются условия, в том числе для занятия по адаптивным видам спорта. Здесь, в городе Якутске, на этой неделе все основные спортивные объекты подготовлены для проведения спартакиады на высочайшем организационном уровне. Требования соответствуют и международным и российским стандартам. Уверен, что в эти дни спартакиада будет наполнена яркими событиями, достижениями, личными рекордами и радостями от участия в спартакиаде по адаптивным видам спорта. Желаю каждому из вас, участники спартакиады, здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и побед в предстоящих выступлениях на спартакиаде по адаптивным видам спорта нашей республики. Күнді доғыттар, бағарауыны хеха тулуру, джулуру, кыйыны, онна бігеге республика спортсменларыгар bu спартакиадаға бары бирге уруй! 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 Объявляю спартакиаду Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур» открытой.
В адрес участников и организаторов соревнований поступило приветствие от статс-секретаря, заместителя министра обороны Российской Федерации, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Евгеньевны Цивилевой. Уважаемые участники, организаторы и гости соревнований, дорогие ветераны! Приветствую вас на 15-й спартакиаде Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур». За годы своего существования спартакиада стала одним из самых значимых событий республики, символом мужества и безграничных возможностей человека. Каждый спортсмен своим примером доказывает, что целеустремленность и вера в собственные силы помогают преодолевать любые трудности и добиваться новых высот. В этом году на спортивных площадках встретится более 800 спортсменов. Особое значение имеет то, что впервые в отдельном зачете выступят ветераны боевых действий с инвалидностью и герои, получившие ранения. Благодарю правительство Республики Саха-Якутия за организацию соревнований. Желаю всем участникам крепкого здоровья, достойных результатов, ярких побед и незабываемых впечатлений. Анна Цивилева. Слово предоставляется председателю Постоянного комитета Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия по делам молодежи, физической культуре и спорту Георгию Руслановичу Балакшину. Өтөкеһеннән вастауллах спортсменнар, тренердер, спорту таптаачылар, эһигитни баргытын бүгүнгү берүүлах күннән 15 төгүлөн ытыллар адаптивный көрүнгөнгө Джулур спартакиада ааллытынан государственный муньяхатыттан она туз бәймә апытынан ити-исти ағарделибин көңілі. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые наши спортсмены, тренеры, любители спорта. Разрешите мне от имени Государственного собрания УЛТУМЕН, от себя лично, поздравить вас с открытием 15-й спартакиады по адаптивным видам спорта «Джулур». Эта спартакиада для нас считается как паралимпийские игры, сурдоолимпийские игры. Эта спартакиада проходит раз в 4 года и объединяет всех наших спортсменов по адаптивным видам спорта. Спартакиада с каждым ее проведением набирает обороты. На этой спартакиаде принимают участие 22 команды и более 900 участников. И благодаря проведению таких спартакиад, соревнований по адаптивным видам спорта, у нас появляются новые чемпионы, такие как Степанида Артахинова, Анастасия Диадорова, Василий Стрекаловский и многие другие. Я сегодня прежде всего хотел бы пожелать спортсменам, вы очень долго готовились, показать на самом деле, на что вы способны, чтобы все у вас прошло хорошо, без травм, конечно же, новых рекордов, и пусть победит сильнейший. Спасибо. Слово предоставляется министру по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия, ветерану специальной военной операции Петру Витальевичу Шамаеву. Ваставлах спортсменнар, ваставлах улус ағавалықтара, тренердар, онна СВО ветераннары баргытын итиди сенник 15 спартакиада ағалыбытынан ағадделибин, бағарабытын жолу харгыны, оныттан үшіге результаттары. Уважаемые гости, уважаемые главы районов, уважаемые спортсмены, тренера, уважаемые ветераны боевых действий, специальной военной операции, еще раз поздравляю вас с открытием спартакиады, юбилейной спартакиады. Хотелось бы вам сказать огромное спасибо за то, что вы приняли участие в данном мероприятии, за то, что вы своим примером показываете, что инвалидность и ограничения не являются каким-то сдерживающим фактором. Каждый из вас для нас является примером для подражания. И очень рад сидеть и смотреть на ребят, которые приехали с СВО с ранениями и принимают участие и уже занимают свои
призовые места. Хочу сказать вам, что вы являетесь настоящими воинами, людьми, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не отступают и идут к своей цели вперед. Еще раз вас с этим праздником спорта, еще раз поздравляю с этим большим мероприятием и хотелось бы еще раз пожелать вам успехов. Пусть победит сильнейший. Спасибо. Болгою Жулур спорт адаптивный көрүңнерин Сахар Республикатын 15 спартакиадатын былағын келлереллер. Внимание! На стадионе А между тем на флаг стадионе 15-й флаг 15-й юбилейной спартакиады Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур». И право внести флаг предоставляется основоположникам адаптивной физической культуры и спорта нашей республики. Это Михаил Дмитриевич Гуляев. Будучи министром спорта Якутии, он принял решение об открытии Республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта. И с этого события началась современная система поддержки особенных атлетов и подготовка кадров для адаптивного спорта. Николай Николаевич Дегтярев, занимая пост президента Ассоциации спорта инвалидов Республики и руководителя регионального отделения Паралимпийского комитета России, обеспечил социальную опору паралимпийскому движению, активно содействовал развитию адаптивного спорта в республике, привлекая ресурсы и внимание к проблемам спортсменов с инвалидностью. Имя Веры Петровны Душкевич все мы наверняка слышали. Это многолетний руководитель Ассоциации спорта инвалидов. Она стояла у истоков массового вовлечения людей с инвалидностью в спорт, превратив адаптивное движение из инициативы в системную работу. Анастасия Семеновна Михайлова, заслуженный работник физкультуры и спорта России, первый директор Республиканского центра адаптивной физкультуры и спорта. Под ее руководством в центре выстроена эффективная система. Выросло число занимающихся, подготовлены многократные чемпионы России и мира. Ну и, конечно же, флаг несет вот человек в красной футболке Петр Николаевич Давыдов. Это заслуженный работник физической культуры, заслуженный тренер России. Он подготовил серебряного призера 14 Паралимпийских игр в Лондоне Владимира Волынеца, а также других чемпионов мира и России, доказав, что якутские атлеты с ограниченными возможностями здоровья побеждают лучших на этой планете. Юрий Вячеславович Дьяконов, активный деятель Ассоциации спорта инвалидов Якутии. Он участвовал в организации первых республиканских соревнований и помогал налаживать работу ассоциации в улусах. И вот эти 6 знаменитых людей сейчас передадут флаг действующим спортсменам. Да, сейчас мы посмотрим и узнаем, да, кому же они передадут флаг. Некоторые имена мы уже озвучивали с Александром. Это Семенов Саргалам, мастер спорта Российской Федерации по легкой атлетике. Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Саргалам представляет Усть-Алданский улус. Скрыбыкин Виктор, мастер спорта международного класса России по стрельбе из лука. Это спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Представитель Верхоянского улуса. Также флаг понесет Петрова Виктория, мастер спорта Российской Федерации по легкой атлетике. Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Виктория из Самгинского улуса. Ефимов Александр, гроссмейстер России, член сборной команды Российской Федерации по шашкам. Это спорт глухих. Александр Ефимов представляет Нюрбинский район. Передача флага также состоится Никитину Станиславу, мастеру спорта Российской Федерации, члену сборной команды Российской Федерации по волейболу сидя. Станислав представляет Чурапчинский улус.
Мастер спорта Лобанова международного Айна, класса Российской четырехкратная Федерации победительница по стрельбе первенства из России лука. по легкой атлетике, Верхоянский улус. спорт слепых, Петрова также представитель Виктория, Нюрбинского района. мастер спорта И Российской вот группа из Федерации 12 по легкой знаменосцев будет Ангинский подходить к улус. флагштоку и крепить Ефимов флаг. Александр, Очень торжественное, гроссмейстер волнительное России, событие. член сборной Самая моя команды любимая Российской на Федерации церемонии по шашкам. открытия спортивных Нюрбинский состязаний. улус. Никитин Станислав, мастер спорта Российской Федерации, член сборной команды Российской Федерации по волейболу сидя, Чурапчинский улус. Лобанова Айна, Да, ну четырехкратная и победительница флаг спартакиады, первенства да, России по легкой будет, да, атлетике. во все Нюрбинский дни улус. проведения игр на стадионе Туймада до закрытия. Внимание! А закрытие, напомним, Звучит состоится гимн 19 июня. Спартакиады по То адаптивным есть видам спартакиада спорта продлится 4 «Джулур». дня, включая вчерашний. Güzel sana kömür muha Olup örgünen ustağı Günler sana çalıp gühe Süre bulun kulları Erken Флаг крепится к флагштоку и Под гимн, да, спартакиады. да, и начинает уже подниматься. Я надеюсь, что сегодня будет ветер развивать этот флаг. Он красивый и символизирует мир, дружбу и, конечно же, спорт. 22 команды принимают участие в спартакиаде по адаптивным видам спорта. И около 900 спортсменов. Это очень огромное количество спортсменов, которые приехали со всей республики, даже с самых отдаленных улусов. Ну, ветра нет. Да, Сегодня по прогнозу обещали дождь. да, кратковременный грозу обещали, но, к счастью, да, его нету. Прошел мимо. Но я думаю, что флаг развивающийся мы, конечно, в течение этих игр увидим. Действительно волнительный момент. Все буквально замерли, рассматривая его. Флаг спартакиады. Да, ну а Ларина буквально несколько дней назад, да, на этом же стадионе Туймада здесь проходила спартакиада трудовых коллективов Республики Саха-Якутия. Ну а сегодня, да, очередная спартакиада по адаптивным видам спорта. Ну что ж, флаг поднят, и традиционно после этого торжественного момента прозвучит клятва спортсмена и судьи. И в ней будут говорить об уважении к правилам спартакиады, к правилам соревнований, проявляя свой истинный спортивный дух во главу спорта и во имя чести команд. 15-я спартакиада Республики Почетное Саха-Якутия слово по от имени адаптивным всех видам спортсменов, спорта участников 15-й спартакиады Республики Роману Саха-Якутия по Ибрагимову, адаптивным видам спорта мастеру «Джулур» спорта Российской предоставляется Федерации по легкой Роману атлетике, Ибрагимову, легкоатлету. 14-кратному Ранее мы победителю упоминали его первенства имя. России, двукратному победителю Кубка России и главному Символ судье 15-й спартакиады спартакиады это Республики Саха-Якутия кто это? по адаптивным видам спорта «Джулур» Какой Николаю персонаж? Похож на Гавриловичу Цепандину. пшеницу, колос, Да. что-то вот такое. От имени всех спортсменов 15-й спартакиады Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур» торжественно клянусь выступать с полной отдачей сил, показать высокое спортивное мастерство, достойно нести звание спортсмена и бороться за победу честно. Это был Роман Ибрагимов. Мастер спорта по легкой Да, атлетике, ну он вот представляет Якутск. Да, ну от имени судей, Уважаемые да, спартакиады, спортсмены, слово организаторы предоставляется судей. Николаю Цепандину. От имени судей 15-й спартакиады Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Джулур» торжественно клянусь выполнять обязанности с высокой ответственностью, уважая и соблюдая правила соревнований, по которым они проводятся,
создать все условия для честной спортивной борьбы, достижения высоких спортивных результатов. Николай Цепандин – один из самых опытных спортивных судей республики. За его плечами многие спартакиады и чемпионаты. Даны клятвы. Не хватает только Ну что ж, флаг поднят, гимн мы услышали, клятвы тоже. Не хватает только одного – огня спартакиады. Вот уже 15 лет огонь Джулура зажигается в честной борьбе. И в этом году он несет особый смысл, дань уважения нашим защитникам, участникам специальной военной операции, для которых в программу включен отдельный зачет по пулевой стрельбе. И среди факелоносцев... Да, сейчас мы смотрим. Это Прокопий Николаев получает из рук Дмитрия Наумова. Прокопий Николаев – это заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, бронзовый призер 19-х сурдоолимпийских игр, серебряный призер 22-х сурдоолимпийских игр в Софии, чемпион Советского Союза, чемпион Европы. Ну, одна из легенд якутского спорта. Вносит Прокопий Николаев, Вот он, Прокопий заслуженный Николаев. мастер Его спорта имя России гремело, да, по вольной борьбе. Бронзовый в начале призер 2000-х годов, 19-х сурдоолимпийских игр, в 90-х годах. серебряный призер 22-х Ну и сейчас видим, что сурдоолимпийских Прокопий игр в Николаев Софии, чемпион в СССР, хорошей форме, да. Очень хорошей форме, да. И он передает факел Алене Дмитриевой, заслуженному мастеру спорта России по волейболу сидя, участнику Паралимпийских игр в Токио, чемпионке мира, двукратной чемпионке Европы. Алена Дмитриева, да, из Сунтарского улуса. Это мы можем определить по ее форме. Да. Как мы уже говорили, Сунтарский улус в зеленой форме. Красиво такого. Ну, передают эстафету огня Сергею Николаеву. Сергей Николаев – заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, чемпион 21-х сурдоолимпийских игр в Тайбэе, бронзовый призер 20-х юбилейных игр в Мельбурне, чемпион Европы и по вольной борьбе и греко-римской борьбе. Да, ну, Сергея мы видим, что вообще не изменился, да, тут только по бородке, да, там немножко... Спина немножко появилась. Да. Ну, так же, как и 20 лет назад Сергей Николаев выглядит. И огонь переходит к Евдокии Катаргиной, заслуженному мастеру спорта России по пулевой стрельбе, серебряному и бронзовому призеру 21-х сурдоолимпийских игр в Тайбэе, чемпионки мира, чемпионки Европы. Евдокия Катаргина, действующая спортсменка, кстати. Да. И эстафету Евдокия Катаргина передает Владимиру Бородину, заслуженному мастеру спорта России по вольной борьбе, бронзовому призеру 17-х сурдоолимпийских игр в Софии, в Болгарии, серебряному призеру чемпионата Европы. чемпионата Европы. Ну и факел вручается Анастасии Диадоровой, заслуженному мастеру спорта России по плаванию, серебряному призеру 13-х Паралимпийских игр в Пекине, двукратному чемпиону мира по плаванию, трехкратной чемпионке мира по парафридайвингу, четырехкратной чемпионке Европы. Да, очень волнительный момент. Анастасия Диадорова совсем, да, где-то год назад она завершила выступление Карьеру. и передает эстафету огня Василию Стрекаловскому, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, чемпион 18-х сурдоолимпийских игр в Самсуне, бронзовый призер чемпионата мира Василий Стрекаловский в отличной форме. Этой весной он стал чемпионом республики по вольной борьбе среди ветеранов. Кстати. А факел принимает Степанида Артахинова, заслуженный мастер спорта России по стрельбе из лука, бронзовый призер 14-х Паралимпийских игр в Лондоне в личном зачете, бронзовый призер 16-х Паралимпийских игр в Токио в миксте, четырехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы. Буквально на днях Степанида вернулась с чемпионата России, где выступила очень успешно, завоевав золотые медали чемпионата России. Молодец, Степанида. Степанида передает эстафету Аялу Сивцеву. Это член сборной команды России по легкой атлетике, спорт элит спорта.
Мастер спорта России по толканию ведра, метанию копья и диска. Бронзовый призер чемпионата мира в Нью-Дели, Индия. 13-кратный чемпион России, чемпион и серебряный призер международного турнира Гран-при Мексика. И Аял Сивцев будет зажигать чашу спартакиады Джилур. Мексика зажигает чашу спартакиады. Тоже очень волнительный момент. И напомним нашим телезрителям, что огонь спартакиады будет гореть на протяжении всех дней спартакиады, то есть до закрытия, до 19 июня. Закаливших характер суровой якутской земли и яркий маяк для тех, кто ежедневно доказывает, Красивая панорама, да? невозможное Якутска. становится возможным, когда Комсомольской площади. сердце горит победой. Бомбери спартакиада, адаптивный спорт Хамсадыгар. Ура! Ура! Итак, огонь спартакиады зажжен. Согласитесь, что зажжение огня любых спортивных игр – это всегда очень волнительно и всегда символизирует старт больших спортивных соревнований. Зажжение огня часто рассматривается как символ стремления к победе, единства и преемственности поколений. Что мы можем сказать, уважаемые спортсмены, участники спартакиады, сердечно поздравляем вас с открытием, ждем спортивных побед, а болельщикам множество ярких, незабываемых впечатлений. Пусть на спортивных площадках царит дух дружбы, доверия и взаимопонимания. Пусть каждый день ознаменуется новыми спортивными рекордами и достижениями. Ну а за развитием событий спартакиады по адаптивным видам спорта Джилур можно будет наблюдать и на телеканалах НВК Саха, Мамонт и Якутия-24. А можно самим подойти на спортивные площадки и поболеть за любимых спортсменов. Соревнования будут проходить здесь, на стадионе Туймада, а также в спортивных комплексах Дахсун и Мадун и во Дворце спорта 50 лет Победы. На этом трансляцию церемонии открытия 15-й юбилейной спартакиады Джилур по адаптивным видам спорта мы завершаем. Мы благодарим вас за внимание. Ну а всех участников и спортсменов ждет потрясающий концерт с участием популярных артистов якутской эстрады. С вами был Александр Посельский и Ларина Сукуева. Всего доброго и до новых трансляций. Национальный театр танца имени Зверева. Крылова. Үнді тоғыттар, бүгінгі үргейдегі текеғі ел санатыттан күттіғар Саха народной артыға Аскалон Павлов.
Чаха хайтарбакка күрпе көрөдүгөр күйектербекке көрөр карак бүчүккөдө кең долу анарарын тугары эппик сийиммик быйыркайчарын тугары тымырыстын қан сүйрерин тугары токтабакка толлубакка тостубакка tomуктабакка тулурдактык жулурдактык эреллактык эрчимдактык инди битекке инди бир ходол Кен туттабын, керпи туалан, уалаға буалан, өсірікке кәлбеппенен. Кен туттабын, күн уатыптан үйерен, қомсананы сүйерен, өсірікке сылжарпенен. Кен туттабын, барчаным алқыға, өрүйдің батыға, мейіннен боларынан. Үррейебін, санабын көдағыр, артығар өркөйер, кәкке жон баларыдан. Алғы солын тұдан, ақсымны қойыдан, енді бітекки. Ол сырттық сағаққа, ұғыяр ұраққа, енді бет оту. Күлімді көрейін, мәйі сүркейін, енді бітекки. Үрдікке табахан, чыпчалға қарбахан, енді бет оту. Енді бет оту. Тұймады әрігер оды бар, күрек күттіл ақтарығыр, өмжеттарығыр, әрәмдай! Аммайя бұл, амығын аттаппад, сатанда сағарпад, сорақ ұрдыстаттар. Келләйе бей, барыттан тұттынан, кірчіктан күттанан, жалты сылжар жоттан. Әртейе бей, жалбан сұлыс ұяр, әнеда бұт ұяр, солын падар бұттар. Шәртейе бей, түйіні тақсыны, барама тақсыны, сатан тұр ұяр бұттар. Алғы солын тұдан, ақсымны қойыдан, енді бітекки. Ол сырттық сағаққа, ұғыяр ұраққа, енді бет қоту. Күнімді көрейін, мәйі сүркейін, енді бітекки. Үрдікке талахан, жымчалға қарбахан, енді бет қоту. Енді бет қоту. Солын тудан, ақсымны қойыдан, енді бітекки. Ол сырттық сағаққа, ұғыяр ұраққа, енді бет қоту. Күнімді көрейін, мәйі сүркейін, енді бітекки. Үрдікке талахан, чыпчалға қарбахан, енді бет қоту. Енді бет қоту. Енді бет қоту. Енді бет қоту. Аскалон Павлов. Дорогие друзья, вас поздравляет солистка Государственного театра эстрады имени Юрия Платонова. Встречайте, Арчилана Лукачевская.
Ар сырдатын уруйду айқанлыбыны саман сайыны келбетini Uygu bıyanız bıdın Ürün tunakı aka Sakam canımızdanlar Alı kızlarını edenler Arçılanan erenler Simekleri beni kedemini Siedereydik danamını Uru aymak camunan Türge gayiptendim Müttaka gözge bir Oru doğulu doydu da Güner girini batı hammı O kayga girekte Yarıkımız tuturda ayak tutan görseler Mandalı barı koduktar ayhom içiredeler Ulu dılla hubaydar olon konutar dallar Gömüz kolas ecider toy toyan ereller Simekleri beni kedemin siedereydik danamın Uru aymak çomunan Türge gıytendim Müttaka gözge bir Oru doğulu doydu da Güner girini batı hammı O kayga girekte Jari gündü Spartakiyada kıtılaqtara Ütük manı yolcutlara Ayhiya kağa istik teline Kağardı boloktun Onunla bilgin yörek edemegi kıtatemizsenge Ohuwa kayga Girek kaydara Ohwan ohwan ohwagay Ohwa kaydır ohwagay Yürek tunağı akar Bari birge boloka Üttaka gözge bir Oru doğulu doydu da Güner girini batı hammı O kayga girekte Üttaka gözge bir Oru doğulu doydu da Yürümeyi andoyonma Uruyu kalet yakte Арчылана Лукачевская. Мақтал болуқтың Бүгінгі еріләқ әғартеген сері салғыр үрдіксенаға көрсің. Әдер таланнағы чат. Туналхан. Өтеу күнінен болуқты. Tasqaya annegar Ol boqu Oloro Inneki oluqbun Eritan Elabin Ayılğalın altıha Seniye küsəbinən Sürəğim dolguya Sürgəbin kötüğür Қалған қотугу Сулу батыхан Менера санабын Ирынан тертәбин Айы айымы Әсті бәтін туғы
Suyuqtarbinen kirer Sürek Debitin kürde Sana litinin ere Sakız sakata ihille Ağattan oğu berille Dılbıt nögö deniye Umurdu üyeleri Doğuz kallanı kurudare İrebitin andayabı Olun koğu olur son sakat Dününan sayabı Ayı ayımı Eski bedim duğu İyadıl bütsün bedim duğu Ürüdü güzleri bitten üyen Sükten erben Saka yen menge at Saka yen sedeh at Saka dön arak bat Soğuk bombat Saka yen sütü at Saka yen kündü at Bu sirge kandı Zullu Esti bedin tuğer İyadıl bütsüp bedin tuğer Ürüdükü güzleri bitten ünen sükten erdeğim Баргамақта болор Тоналхан. Дорогие друзья, всех гостей и участников поздравляют студенты Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой. За лесом горе, а на небе дождь идущий. За побережьем море, за морем горы круче. В небе шальные птицы, им бы только не разбиться, но вероятней случай. Я тот безумный, видимо, и я могу быть с тобой. Ой, 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 просто ты одинокий остров на море, где так часто тонули корабли. Может, судьба тебе поможет, и ты не будешь больше отшельницей любви. Ночь, ожидание, холод, боль, словно я расколот, я ничего не вижу, сам себя я ненавижу вновь. Слезы ниоткуда в кровь, я кусаю губы, все, что мне сегодня надо. Просто быть с тобою рядом в ночь, что странная свобода, от заката до восхода, на тебя надеюсь вновь. О, день, я прошу тебя, не надо, от восхода до заката, говорить не про любовь. О, мой краш, либо я, либо никто, это шантаж. Я приду одна, я знаю твой этаж. Покушаюсь на тебя, ведь твой типаж ограниченный. Это любовь, самообман. И до утра я буду там. Время прошло, ты холодна. Ты не моя, ты не моя. Люби меня, люби,
жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Тяни лотерейный билет, чтоб там год прокуренным был. У нас с тобой выигрышек нет, лишь бы просто дорогу к тебе не забыл. И в стаканах граненых шум трещит, как любовь по швам. Я каждый вокзал прошу, не пускай меня к поездам. И если сердечный пульс, железные струны души, наверное, скоро вернусь, ты, пожалуйста, только пиши мне. И тянутся города, и я в каждом из них бывал у нас. Ссорили поезда, но мирил нас пустой вокзал. Чтоб быть с тобой навсегда, и я сразу билеты взял у нас. Ссорили поезда, но мирил нас пустой вокзал. Проходят дни, пролетают года, высыхают океаны, а ты одна в твоей душе и глазах. Эти слезы, эти раны, эти слезы. Но не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Дорогие друзья, на этом торжественная церемония открытия 15-й юбилейной спартакиады «Джулур» подходит к концу. Мы благодарим вас за тепло и поддержку. Удачи, спортсмены! Вперед к победам! До свидания! До новых встреч на аренах 15-й юбилейной спартакиады «Джулур».